On a l'âge de raison. С тех пор, как в 17 веке французский кондитер Дэвид Шелли открыл первую в мире шоколадную фабрику, способы производства конфет и сладостей окружает ореол сказочности и тайны. Шоколад – продукт чувствительный и требовательный. Чтобы полностью раскрыть его вкус, необходим индивидуальный подход и особый настрой. Сначала мы приготовим шоколадные конфеты с розмарином. У нас шоколад дает гормон счастья, и розмарин он тоже дает, повышает гормон счастья. А когда они сочетаются вдвоем, То у нас получается двойное счастье. двойное счастье, да. А можно я попробую перемешать? Я всегда мечтал о том, как это сделать с шоколадом. Да? Вот эта вот шоколадная масса называется гонаш. И это начинка для шоколадных конфет. Ой, слишком много. И все. Ну тут она так сильно прилипает, оказывается. Но это опыт нужен. Да. Шоколад лучше всего распускать в духовке с точно регулируемой температурой или на водяной бане, чтобы равномерно довести до температуры между 40 и 45 градусами. Это идеальная температура для начала процесса темперирования. Это очень важный момент. Я уже говорил, то, что Прямо вот так на мраморный. мраморный обязательно стол, да, потому что он всегда держит ниже температуры комнатной, а нам его нужно резко остудить. Это даст шоколаду цвет, блестящесть и структуру шоколада. Он будет хрустящий во рту. Да, теперь еще важный момент один. Как проверить, темперировался у нас шоколад или не темперировался. Ложечку снимаем и прикоснуть к губе. Если он холодит, то он готов. Просто прикасайся. Слегка, да. Есть, да? Прям на нижнюю. Нижний, да? Да. Готов? Точно. Такой холод сразу такой отдается. Теперь что мы делаем? Мы окунаем конфетку в шоколад. И пока у нас шоколад не успел схватиться на конфете, мы его кидаем в вафельную крошечку для красоты. Многих, наверное, волновал вопрос, почему шоколад бывает белого цвета. Основой шоколадной плитки, заставляющей ее держать форму, является какао-масло, которое имеет белый цвет. Добавляем в него сухое молоко и сахарную пудру. И получаем белый по цвету шоколад. Вот как-то не верится, что это шоколад. Он такой белый и похож на тесто. Кстати, вот Европу с шоколадом познакомили испанцы. Да? А вся терминология вот, при приготовлении именно шоколадных конфет, она французская. Вот почему так странно? Почему не испанская? Ну, французы больше полюбили его, значит. И, то есть, как бы, у французов больше талантов Сладкому. к сладкому, да. И они более тонкие, потому что шоколад это такой, на самом деле, очень тонкий и нежный продукт. Почему шоколад так нравится людям? В нем есть то, что поднимает настроение. Шоколад обладает полезными свойствами, которые помогают в борьбе с депрессиями и стрессами. Конфеты из белого шоколада Малибу очень похожи на знаменитые Рафаэлло. Легкие, воздушные, ароматные. Они буквально тают во рту с приятной прохладой. Ну и напоследок зимний десерт фламбе. Пирожное с горячим шоколадом внутри. Вот буквально на 5 минут, и он у нас в это время и испекается, и внутри пропекается, и получается жидким и вкусным и горячим. Ну, он только что из печки. Очень вкусно. Вы сами любите шоколад? А то вот бывает же там сапожник без сапог. Не. Это я люблю. Ну как можно не любить это? Да, действительно, вот есть продукт на свете, который любят все, и это шоколад.